Здравствуйте! Сегодня гость программы «7 дней плюс», генеральный директор образовательной организации «Бала-Сити», депутат Госсовета Республики Татарстан Насырова Альбина Мунировна. Альбина Мунировна, исәнмесез? Исәнмесез, здравствуйте, очень рада вас видеть. И мы тоже очень рады этой встрече. Альбина Мунировна, вот существует такой стереотип, что дети, которые выросли в городской среде, в городской местности, родным языком владеют не так хорошо, как, скажем, их дети, рожденные в деревне, да? Ну, вы вот своим примером ломаете этот стереотип, потому что вы сами девушка городская, выросли в городе, но при этом в совершенстве знаете и свой родной язык, татарский язык. Ну, откуда такие познания? Спасибо. Но мне очень повезло. С детства меня воспитывали дедушки, бабушки были рядом и воспитывали вот в лучших традициях татарских семей. И мне повезло, я очень рада, что мама решилась, потому что в те годы отдавать ребенка в татарскую гимназию, она, будучи ученым по русской филологии, она работала и работает сейчас преподавателем Казанского федерального университета, и она мне сейчас рассказывает, многие отговаривали, в те годы она решилась, и они вот первого своего ребенка отдали в татарскую гимназию, то есть с 1 класса. Обучение шло на татарском языке, все предметы, да, и я понимаю, что только благодаря вот такой языковой среде, благодаря тому, что мне повезло, я попала в хорошую татарскую гимназию, да, во вторую татарскую гимназию, я действительно владею татарским языком, именно литературным, мне очень нравится читать татарскую литературу, говорить, и более того, я сейчас очень благодарна родителям, потому что татарский язык мне по жизни всегда пригождается. И нет, наверное, ни дня, да, где бы вот не приходилось говорить на татарском языке. И я, как мама уже сейчас, будучи, да, руководителем образовательной организации, также считаю, что татарский язык очень важно сохранять, развивать и воспитывать детей прям вот с раннего возраста, давать им обязательно татарский родной язык. Ну, многие родители опасаются. У нас ЕГЭ на русском языке, да, поэтому опасаются отдавать ребенка в национальное учебное заведение. То есть не должно быть таких опасений? Нет, но я вот на своем примере говорю, и действительно вы правы, часто слышу, что если татарская гимназия, то что уклон только на татарский язык и на татарскую литературу. Ребенок будет говорить с акцентом. Да, что будет говорить с акцентом на русском и поступит только на татфак. Вот, пожалуйста, из своей практики я могу сказать, что я, окончив татарскую гимназию, поступила на русскую филологию. У нас был очень сильный учитель русского языка, хотя повторюсь, что мне очень нравилась татарская литература, и педагог мой любимый был по татарскому языку, татарской литературе. Одноклассники поступали так же, как на химфак, на мехмат, и прекрасно все нашли себя, свою деятельность, свое призвание. Очень важно, наверное, вот это была атмосфера в нашей татарской гимназии, да. Во-первых, это было отношение к каждому ребенку как к личности. Это не важно, в какой школе ты учишься, но если оно есть, как правило, в таких школах, в таких гимназиях выпускаются действительно личности, и каждый находит свое призвание, свою деятельность. Очень много было внимания традициям татарским, да, в культуре. Мы постоянно встречались с деятелями культуры татар, да, это и ученые известные, писатели, музыканты. Столько было интересных проектов, фестивалей. То есть у меня была такая яркая жизнь, и я очень в детстве, творческая жизнь, активно участвовала на фестивалях там тюрко-татарских, где мы встречались с детьми, с татарами со всего мира. И это все потихонечку, то есть вот меня очень трогает, когда я куда-то уезжаю, возвращаюсь, слышу какую-то татарскую музыку, меня прям тянет, и мне очень приятно, и мне нужно вот эта вот подпитка с татарским языком, с татарской музыкой. И это все, вот язык, это ведь еще не все, что нужно для того, чтобы чувствовать себя вот татарином, гордиться, да, что ты, да, татарка, любить свою культуру. И вот в татарской гимназии здесь вот именно комплексное такое погружение. И более того, я хочу сказать, у нас были примеры, одноклассники, те дети, которые в семье не общались на татарском языке, родители были русскоговорящими, но они отдали специально в татарскую гимназию и вот погрузили в языковую среду, то есть мы полный день говорили на татарском языке, предметы на татарском. И они, конечно же, эти дети прекрасно тоже говорили, владеют и сейчас тоже благодарны своим родителям.
Ну вот вы как раз занимаетесь мультилингвальным образованием. Что такое вообще мультилингвальное образование? Расскажите нам немножко. Ну, сегодня говорить о том, что я знаю 2 языка, это никого этим не удивишь, правда? 3 языка уже минимум, 4 языка становятся нормой. И вообще мультилингвизм это такая вот история сейчас становится таким трендом в образовании международном, да. Я сама обучалась на факультете филологии, потом пожила в Соединенных Штатах Америки, вернулась, и я понимала, что, когда появился свой ребенок, я понимала, что, конечно же, чтобы быть конкурентоспособным, успешным, наши дети должны владеть минимум 3-4 языками. И поэтому вот мы запустили, вначале я для себя, для своего ребенка, в домашних условиях мы создавали эту языковую среду. Первый язык у него открылся татарский, безусловно, второй язык вот давали, второй иностранный английский и второй иностранный китайский. К нам приходили домой носители языка и с ребенком просто играли, общались и вот потихоньку погружали в язык. И когда вопрос стал детского садика, конечно же, не было таких мультилингвальных, билингвальных, языковых детских садов в нашем городе, и нам пришла идея создать небольшой для своего. Пошла история такая, что многие начали хотеть попасть в наш детский сад, и вот так вот уже пошло развитие Бала-Сити. Даже в самом названии Бала, ребенок, Сити, дети, город счастливых детей, и основная идея была, что дети в Бала-Сити обучаются, познают мир на разных языках. И русский, татарский, английский, вот китайский. И до сих пор мы идем, развиваем наших детей. У нас учатся дети разных национальностей. У нас есть воспитанники, допустим, которые приехали вообще из Греции, из Америки, из Канады. Да? Родители спортсмены, допустим, живут здесь, работают по контракту и какие-то годы проводят в Казани. Они тоже прекрасно, с удовольствием учат татарский язык, так как он у нас тоже входит в основную программу, как обязательный. И родители, вот я хочу подчеркнуть, что родители, которые приезжают, граждане не Российской Федерации, они с благодарностью относятся и говорят спасибо, что вы даете возможность изучать такой редкий язык, язык, который входит в группу тюркских языков. И у меня вот ни разу не было проблем с зарубежными гражданами объяснять, что да, татарский вам пригодится, он нужен, вот вы поедете в Турцию, турецкий будете понимать, или любой язык, он развивает мозг, мышление. С нашими родителями приходится, задают вопрос, а вот, допустим, нам он, язык татарский там не пригодится, можем ли мы его заменить на какой-то другой язык. Вот. Здесь мы объясняем, у нас политика и философия такая, что любой язык – это большое богатство, вы нам скажете спасибо, если ребенок овладеет всеми этими языками, и обязательно любой язык пригодится в жизни. Но и самое важное, что язык, он развивает мозг, мышление ребенка. Есть какие-то данные, да? Безусловно. Вообще, перед тем, как запустить мультилингвальное образование, мы изучили опыт многих образовательных учреждений разных стран. Мультилингвизмом занимаются лучшие вузы мира, MIT, Гарвард, да, Кембридж. И там есть прям институты билингвизма, институты мультилингвизма, где ученые уже десятилетиями смотрят, изучают, и ими уже доказано, что, во-первых, чем раньше, тем лучше погружать ребенка в языковую среду. Это со скольки лет лучше? Это прям вот с нуля, с 1 года до 4 лет самый важный очень период для погружения в язык. И даже Корней Чуковский говорил, что дети к 4 годам, они языковые гении. Не просто так. И мы в своей практике видим, то есть и для этого возраста нет, знаете, вот переживания, что о, китайский сложно, наверное, там, он у меня не пойдет. Любой язык, какой бы вы ни выбрали, можно в этом возрасте начинать давать. И потом, даже если будет какой-то перерыв в школьном возрасте, спустя годы ребенок начнет этот язык изучать гораздо легче. Ну а как все-таки воспитать вот этот интерес? Вот многие говорят, что вот методика преподавания татарского языка, она несовершенна. Ну, действительно, нет, конечно, предела совершенству, да. Многие говорят, что вот где-то учитель, кому-то не нравятся учителя, кому-то не нравится школа, еще множество причин. Все-таки изучение языка – это труд
Или же это развлечение, как многие сейчас вот пытаются преподнести, что вот уроки должны быть действительно, учитель должен там петь и танцевать, или же все-таки родители должны воспитать именно уважение к языку, и учителя в том числе, и школа в том числе? Да. Начнем с уважения. Здесь я с вами абсолютно согласна. Если нет уважения у родителя, допустим, да, к этому предмету, к этому языку, ребенок это легко и быстро считывает, родительское отношение, и также это все приносит на урок и в школу. Поэтому здесь очень важно, конечно, работать с родителями. То есть если у вас там татарская группа или татарские какое-то направление в школе, в садике, очень важно, чтобы администрация этого садика, школы, образовательного учреждения поддерживала педагогов татарского языка, да. И мне вот в целом очень хочется как-то какую-то придать уверенность, что ли, нашим коллегам, да, которые занимаются преподаванием татарского языка, чтобы они выпрямились, гордо шли на свои занятия, чтобы не переключались на какой-то другой язык, не прогибались ни за что, даже если там родитель говорит: а, пожалуйста, мой ребенок не понимает, вы уж ему там на русский переведите, или там меньше общайтесь и так далее. Только тогда, когда учитель татарского языка сам личность, да, гордо заходит на урок, любит свой предмет, дети очень быстро это все считывают и чувствуют, и принимают. То есть действительно от учителя очень много зависит, да, и в садике, и в школе. Есть определенные правила при изучении любого языка, да, неважно, татарский язык мы изучаем, русский, какой-то там английский, китайский. Очень важно создавать языковую среду. Это говорит о том, что очень важно педагогу не переходить на другой язык. То есть переводная история – это уже устаревшая история, когда вот уроки раньше, как у нас вели, там карточку показывают, мяще – это кошка, там, да. Нужно просто говорить, нужно какую-то деятельность вместе с ребенком совершать и на этом языке, и его включать. Вот. Второе правило, которое очень важно, чем раньше ты погружаешь в языковую среду, тем лучше, да. И третий момент – это, безусловно, то, что касается количества, переходит в качество, да, чем больше... Сколько должно быть вот в чем больше, это вообще не важно, чем мы идеале занимаемся, да, великий пианист станет великим пианистом, если он максимально будет погружен в эту свою тему, да, в музыку. То есть не менее 3 часов точно, да? Не менее 3 часов точно, более того, конечно, в идеале ежедневно, системно, и чтобы это были не просто, может быть, какие-то уроки основные, да, татарского языка там в садике, в школе, а чтобы были еще и воспитательные деятельности на татарском языке, да, клубы, дополнительное образование. Сейчас очень сильно не хватает, я думаю, что в школе можно было бы запустить такие прям проектную деятельность, кружковую деятельность на языке, на татарском, почему бы и нет, ту же робототехнику, школа блогеров безумная. Более того, сейчас мы можем сотрудничать с Шаян ТВ. Я считаю, что это прекрасный проект для детей, и ради них создано целое телевидение, да. Вот те дети, которые проходят школу телевидения Шаян ТВ, это вот как раз они уже и говорят на языке, и транслируют на свой возраст, да, поэтому почему бы и нет, да, создавать при школах такие вот школу журналистики, школу телевидения, где дети на татарском языке, и этот проект еще может там показываться по телевизору, это было бы здорово. Пусть даже какие-то спорт-направления, творчество, но побольше на татарском языке и с такими вовлеченными, талантливыми учителями в идеале. Потом вторая история, которая, я считаю, сегодня она очень актуальна, но очень мало представлена именно на татарском языке, это курсы для мамочек, у которых только-только родились дети. Да. Во-первых, здесь решается вопрос в целом воспитания поколения родителей. Да. Допустим, вот у меня ребенку младшему сейчас 1 год и месяц. Большое количество проектов есть на русском языке «Мама плюс я», где мама с ребенком приходит и вместе они занимаются сенсорикой, да, вместе творчеством, поют песни и какое-то проводят время, социализация, подготовка, адаптация к детскому садику, но все на языке, на татарском хочется, а этого очень мало. Вот мы сейчас тоже планируем разработать этот курс. Как было бы здорово, да, иметь в таких вот
центрах доп. Образования, да, вот такие курсы «Мама плюс я» на татарском языке, где молодые мамы будут приходить со своими детишками, будут их обучать, да, и сами, да, пальчиковым играм на татарском языке, каким-то сказкам. У них будет возможность, ну, вот увидеть, какие методические пособия есть, да, что можно почитать детям на татарском языке этому возрасту. Это было бы очень здорово, ведь все, что мы закладываем в раннем дошкольном возрасте, это фундамент, это вот мы увидим уже потом в дальнейшем результаты и эти плоды. Я как дошкольник, конечно, вот из всех рекомендаций, пожеланий, предложений, я считаю, что нужно обращать внимание именно вот на этот очень ранний, нежный дошкольный возраст. Ну а вот по ощущениям, как вот все-таки уровень вот знаний наших вот детей, знания родного языка, вот как ощущаете? Я вообще человек такой с позитивным взглядом, да, я вижу, что все-таки сейчас интерес становится больше к татарскому языку. А вот то поколение, например, моих коллег, моих друзей, да, которые закончили, например, сами, окончили татарские гимназии, они все заинтересованы очень в поддержании татарского языка. Более того, к нам обращаются родители, которые сами русскоговорящие татары, но очень хотят, чтобы их дети говорили на татарском языке. И это здорово. Это здорово, нужно создавать различные вариации, возможности таким семьям, таким детям погружаться в язык и создавать вот условия, различные центры, может быть, образовательные, языковые, да, для школьников, для дошкольников. И есть такое выражение у нас у татар: «Ана теле белян кырми». Вот с этим выражением я не соглашусь, потому что сейчас, вот исходя из своей практики, я вижу, что «ана sütü bilen kırmasa» это еще не страшно. Ведь вот мы достигаем результата в английском языке, и он становится как вторым родным языком, если действительно этому языку уделяется большое внимание. И в случае того, что если мама еще не владеет татарским языком, но мама хочет дать татарский язык, нужно создать условия, и можно выйти на тот уровень, что ребенок будет владеть татарским как вторым родным, даже если мама этим языком не владеет. Я в это абсолютно верю. Главное желание и главное правильно, вот, системно подойти к обучению языка. То есть вот есть же даже феномен сейчас такой, да, русскоговорящие татары. Да. Ну, это, то есть люди, которые не знают уже языка, но в душе они чувствуют себя татарами. Конечно, да? у меня много таких знакомых. К сожалению, да, им не повезло. У них не было бабушек, дедушек, может быть, да, татароговорящих. Они не учились в татарских гимназиях. Но душою они вот очень стремятся. И, может быть, даже, как у меня вот есть знакомые говорят, может быть, я даже делаю больше для татар, да, вот своей деятельностью, своими там, своим посылом, своими проектами, но, к сожалению, да, я вот но это все-таки не упущенное поколение, это да? не упущенное поколение. И я вообще смотрю, что когда все начинают с пессимизмом, все, язык умирает, ничего хорошего, методика не методика, все. Абсолютно. Пессимисты, они всегда будут негативить. Но я считаю, то, что делается сегодня, очень много таких результативных, хороших проектов запущено. Это и Шаян ТВ, это полилингвальные муниципальные школы, полилингвальные детские сады запустились. Да? Если мы еще больше обратим внимание на дошкольный возраст и запустим в муниципальных детских садах, в каждом детском саду группы с татарским языком, даже хотя бы не полный день погружения в язык, а полдня, да, на татарском языке ребенок будет говорить, воспитатель с ним будет говорить, уже это большой шаг, и мы вот эти результаты, они, к сожалению, вот при изучении языка он сразу результата не дает. И бывает, что родители начинают переживать: ну вот, мы тут уже ходим 3 месяца, а ребенок еще не говорит. Здесь дело времени. Результат вот так вот сразу мы с вами не увидим, но я абсолютно уверена, что мы на правильном пути, и результаты будут. Но все-таки администрация, например, учебных заведений, она всегда ли должна идти на поводу родителей, которые, например, отказываются от уроков родного языка, скажем так, или, например, татары берут другой язык в качестве родного языка, да, выбирают, скажем так. Здесь я прям вот... То есть вы жестко, да? Строго. Вот, строго. Да, я строго, и коллегам своим всегда обращаюсь и считаю, что они имеют полное право объяснить
Ну, в любом случае нужна обратная связь, нужно общаться с родителями. Может, недостаточно информированность? Как правило, вот все эти переживания у родителей возникают, когда они не знают, сами себе фантазируют, придумывают, и дофантазировав, там принимают решение, что все это не то, это не так. Если родителю преподнести, что это во благо, что вы живете в Татарстане, кем будет ваш ребенок там, да? Если в госслужбу, то обязательно нужно знать татарский язык. Второй момент – это для в целом развития мозга, как мы, да, объясняем. В-четвертых, это родительская миссия, родительский долг, да, и когда мы вам создаем эти условия, вы, наоборот, должны принимать и благодарить, и сказать, что все. А есть родители, которые, я считаю, что перебарщивают, да, и начинают диктовать там методику, как вот я вам пример привожу, у нас был случай, когда родители говорят, ну, методика преподавания китайского мне у вас не нравится. Я спрашиваю, а вы владеете сами китайским языком? Нет, я не владею, мне так кажется. Вот все, что кажется, нужно сразу очень строго говорить. Кто эксперт? Если вы знаете, что у вас эксперт-педагог, есть экспертный методист, нужно сказать, что вы должны доверять, да, тому учреждению образовательному, куда вы отдаете ребенка. И почаще давать обратную связь. Вот видите, ваш ребенок уже заговорил, вашему ребенку интересно, ему очень нравится Гульфия апа занятие. Гульфия апа где-то похвалит ребенка, и процесс пойдет. Конечно, здесь только позитивно, только гуманная педагогика работает в этой теме, с любовью, с уважением к ребенку, очень бережно. Самое главное, чтобы не было вот этого отторжения, не хочу, не буду, не люблю, страшно, или там она строгая и так далее. Вот любой педагог языка, он должен располагать. Альбина Мунировна, ну то, что касается вот национального образования, достаточно ли нам того, что вот у нас в городах, больших городах, значит, есть полилингвальные школы, может быть, татарские гимназии, или же все-таки нужно поддерживать именно в сельской местности национальные школы? Как эта работа вообще должна происходить? Да, я с вами абсолютно согласна. Я считаю, что нам нужно обязательно поддерживать татарские гимназии по всей республике. Их на самом деле не так много осталось. И многие коллеги, руководители татарских гимназий других школ районов, они пишут мне и говорят, что столько внимания уделяете вот новооткрывающимся школам, они такие современные, инфраструктура замечательная, там полилингвальным комплексом. А как же мы? Я считаю, что нам нужно обратить внимание на татарские гимназии, национальные школы в селах, районах, городах нашей республики, поддержать их, чтобы было приятно этим детям ходить в эту школу, чтобы инфраструктура была замечательной, да, чтобы она соответствовала всем современным нормам, стандартам соответствовала, да. И действительно так и будет. Я вот абсолютно уверена, что вот тот результат, о котором мы сейчас говорим, чтобы дети выпускались с татарским языком как вторым родным, этот результат дает только татарская гимназия, когда полный день погружения языка именно на татарском языке, предметы на татарском языке. А вот формирование национальной идентичности, все-таки язык, какую роль играет, какое место занимает? И вот, как вы уже сказали, вот это поколение еще пока не упущенных татар, да? Но если, например, сегодня не предпринять каких-то мер, что будет через 10 лет, через 20 лет? Я считаю, что мы сейчас на правильном пути. Вот это вот молодое поколение, выпускники татарских гимназий, все активно взялись. Вот мне кажется, какая-то пошла такая новая волна, я ее ощущаю в республике, ренессанс, да, когда вот как-то все дружно вместе спохватились и проекты запустились. Поэтому я абсолютно верю только в хорошее, в позитивное будущее. Наши дети, допустим, говорят на татарском языке, мы их поддерживаем. Я считаю, конечно же, нужно активно действовать. Еще огромное количество проектов, которые нужно нам всем вместе делать. Это касается там, действительно методических каких-то материалов. Да? Очень мало материалов, контента на татарском языке. Это какие-то игры. Да? Допустим, сейчас вообще игрофикация, IT-технологии в образовании, они очень активно идут вперед. Нам нельзя отставать и с татарским языком.
понимаете? Надо побольше разрабатывать и вкладывать деньги в различные электронные материалы, да, для изучения татарского языка. Хочется иметь какой-то серьезный, хороший сайт. Это вот как у британцев есть, там, Super Simple Songs, да, например. Входишь, и на любую тему ты качаешь себе материалы, песни, сказки и все что угодно. Вот этого нет на татарском языке. Нам надо еще больше, еще активно вместе вот учителям татарского языка, да, коллегам объединяться и создавать такие платформы и делиться опытом. Обязательно, потому что сидеть и говорить, только у меня есть такой замечательный курс по татарскому языку, я его никому не дам, это неправильно. А работа вот с диаспоральной частью? Очень. Она, знаете, нужна, и она вдохновляет. Когда общаешься с татарами из других стран, вот мы до ковида проводили татарские летние смены, приезжали из разных стран, из Германии, из Америки, из Канады татары, и когда наши татарские дети вместе с ними в коллаборации, да, проводят какое-то время, они тоже, знаете, их как-то вдохновляет, мотивирует. Смотрите, приехал мальчик там из Канады, как хорошо он татарском говорит, а я-то должен лучше говорить, я же в Татарстане живу. Сейчас еще легче, да, вот этот вот мостик создавать, общение, дружбы с татарами. Благодаря интернету. Благодаря тоже, интернету, да? связям. Я знаю, что очень здорово деятельность ведет, есть такая девушка Алима татарочка, татарская семья в Канаде. Она запустила онлайн курсы татарского языка для татарцев всего мира, да. И наши педагоги тоже там в этом проекте участвуют, занимаются. Я думаю, сейчас самое время, когда нам, татарам со всего мира, нужно объединяться, делиться опытом, развивать наших детей, развивать в них не только интерес к языку, но вот к культуре, к традиции, к музыке. Я верю в светлое будущее татарского языка. Ой, спасибо большое, Альбина Мунировна, за ваш такой позитивный настрой. А я напоминаю вам, что это была программа «7 дней плюс». И сегодня гостьей нашей программы была генеральный директор образовательной организации «Бала-Сити» Насырова Альбина Мунировна. Бигзу рахмет сизге. Рахмет, сау болыңыз, уңышлар.